Сәлем етсізбе? Здравствуйте, меня зовут Ажар, и мы продолжаем с вами запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для русскоговорящих людей, которые хотели бы постепенно научиться понимать и разговаривать на казахском языке. Для этого в каждом видео я демонстрирую легкий, простой, быстрый, эффективный способ запоминать казахские слова. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как «әңгіме». Вот это она как только звучит тоньше. Не а «әңгіме». Вот это «н» с хвостиком, да? Он такой чуть-чуть носовой звук. «н». Ага. Не «н», а «н». «Әңгіме». Вот эта буковка тоже, вы уже знаете, наверное, да? Уже помните из предыдущих слов. Она звучит тоньше. «Әңгіме». «Әңгіме» – это рассказ. Я подобрала вот такую картинку. Здесь мужчина рассказывает двум детям какой-то, наверное, страшный рассказ. Ага, страшное «әңгіме». Вот. Ну, неважно, что это страшно или не страшно. Главное, что мы понимаем, что «әңгіме» – это рассказ. Рассказ – это когда человек что-то пересказывает, какую-то историю или, может, какую-то ситуацию пересказывает какому-то человеку. Это может быть также написанный пересказ, пересказ какой-то истории. Он тоже будет называться рассказ. «Әңгіме». Ну и как обычно мы составляем, вернее, русские предложения со словом «әңгіме», подставляя его вместо слова «рассказ». Например, мой папа рассказывал невероятно интересные «әңгіме» про нашу историю, про историю нашего рода. И про то, как род Найманов, он чуть не исчез, потому что у Наймана был взрослый, старший сын, и второй сын, он был, по-моему, инвалидом. И вот старший сын, он женился, но не успел родить ребенка, и он погиб на войне. И практически он остался бы без потомства, Найман. И вот ему попалась вот сноха, которая жена старшего сына, она оказалась очень умной, и она практически спасла Наймана от забытия, от забвения, вернее, да. Она все организовала таким образом, чтобы женила его. У него, хотя он был уже, видимо, преклонный, возраст достаточно, не преклонный, может, по тем временам, может быть, преклонный, да, но у казахов мужчины могут рожать и в 80, и в 90, потому что у казахов есть такие имена: Сексемба – это 80, Дохсамбай – 90 и так далее. И даже, по-моему, Жизбай есть, Жиз – это 100. Вот. И она организовала ему жену, Найману. Вот за историческую достоверность этого не ручаюсь, я просто вот рассказываю вам, передаю вам «әңгіме», который я слышала от папы. И женила, потом от него родился сын, она вышла за него замуж и родила потомков для Наймана. Потом у него, ее молодого мужа, появилось еще несколько других жен. В общем, и род Найманов сейчас очень даже второй по численности в Казахстане. Вот таким образом мудрость одной снохи молодой спасла целый род. Вот такой «әңгіме» и других очень много интереснейших «әңгіме» знал мой папа и рассказывал. В силу молодости, видимо, в силу того, что я, может быть, не совсем родилась в городе, такая более русскоязычная, да, может быть, я не все правильно воспроизвела или не все правильно поняла. Но вот пересказываю вам свой «әңгіме», как я это поняла. На самом деле казахи настолько любят свою историю, настолько любят свои
своих историй о предков, что многие просто вот вечерком сидят и рассказывают друг другу энгме про этого, про того, про вот этого. Например, очень много тоже было историй, когда во время советской власти, во время появления советской власти, как красноармейцы, значит, там была группа охотников, и красноармейцы, в общем, им, видимо, дали приказ, короче, не разбираться, а у нас там в Восточном Казахстане рядом китайская граница, и вот они думали, что вот это беженцы, короче, за границу, да, за кордон, и они просто взяли вот этих 5 охотников, это были просто охотники, самый молодой из них, по-моему, было ему, по-моему, 13 или 14 лет, и вот, и они их так вот так редком поставили на мосту. Мост такой, знаете, этот такой веревочный мост. И выстрелили, и одной пулей пытались, короче, 5 застрелить. И последний вот этот мальчик, последний, короче, успел спрыгнуть в реку. И таким образом он спасся. И вот этот энгме тоже рассказывал наш папа, и для меня это казалось... Мы как-то в советское время жили, знаете, как-то немножко в шорах, да, в шорах. Ну, сами понимаете, наверное, тоже прошли многие через это. Многие вещи были под запретом, многие вещи вообще замалчивались про историю наших народов, про историю казахского народа, в целом про то, что было раньше, да, замалчивалось это все. И когда мне папа рассказывал свой вот этот энгме, да, как будто я впервые прикасалась к чему-то очень важному для себя, к истории. Поэтому очень важно, когда взрослые люди, когда бабушки, дедушки, ата, апа рассказывают энгме своим внукам, своим правнукам про то, как было, про то, как были годы, лихие годы, как годы Голодомора, когда люди реально погибали. Вот это очень важно, это прям важно, это, наверное, даже воспитывает взрослое молодое поколение даже лучше, чем все остальное. То есть воспитание именно в этом передается. Например, мне моя вторая свекровь рассказывала, говорила свой энгме про то, как ее маленькую, она 33-го года или 36-го года, нет, 33-го года рождения, и вот как раз был голод, Талдыкурган, короче, в сторону Семея, да, и ее родители убегали, схватив ее маленькую еще, маленького ребенка, схватив ее, убегали от каннибалов, то есть от людей, которые пытались вот отнять ее и съесть. Даже такое было. И вот слушая вот эти энгме, потому что в советское время история вообще умалчивала такие вещи, но вот такие энгме, они давали нам какое-то представление о том, что было раньше с нами, и давали нам ту ниточку, которая связывает нас с нашими предками, с нашим народом, с нашей землей. Поэтому рассказывайте энгме, интересные энгме в своей жизни, о своей жизни, своим детям, своим внукам. Это в большей степени очень воспитательно действует на любого человека. Составляйте таким образом свои собственные предложения со словом энгме. Количество предложений должно быть достаточно для того, чтобы это слово полностью зашло в вашу память, и никогда больше вы не забывали это слово. И самое главное, чтобы могли использовать это слово с легкостью, когда будете разговаривать на казахском языке. Спасибо вам за то, что вы смотрите. Спасибо за то, что вы слушаете мои истории, моей семьи, моего рода. Спасибо вам большое за то, что пишете комментарии, подписываетесь, ставите лайки. Мне это очень-очень важно и очень приятно. Спасибо большое.
Sağ болыңыз. До свидания.